Ассаламу алейкум. Друзья, витаю вас. Сегодня 9 мая 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Реалити и на канале в TikTok Аслан Арцуев, друзья. 20 часов 6 минут по Берлину, 21 час 6 минут по городу, 7 минут по городу Джохару. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Так, извиняюсь, что опоздал немножко, хотя я сегодня планировал днем, потом решил, не успевал и перенес на 8, и 8 на 7 минут опоздал, друзья. Но зато будет сегодня очень интересная тема, вам всем понравится. Зуб даю, причем не свой, сразу говорю, не свой даю. Чей-то, кого-то зуб я вам даю. Итак, я вам еще раз, друзья, напоминаю, как обычно, наш канал запрещен на территории фашистской России, поэтому ставьте лайки, распространяйте ссылку и пишите ваш комментарий. При всем при этом это не касается тех, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия и либо фашистской России, друзья. Вы о своей безопасности должны заботиться сами, друзья, потому что вы находитесь в лапах террористов. Так, Дометиев, добрый вечер, витаю, слава Украине, слава Ичкерии, героям слава, Дометиев. Ассаламу алейкум, Асан, как дела? Ва алейк салам, Алекс, витаю вас, все отлично, спасибо. Надеюсь, у вас также. У вас, я надеюсь, также. Так. Я вам такое сегодня расскажу, боже. Я вам такое расскажу. Это я вас так втягиваю, да? Но реально вы будете удивлены. Вот этого вы точно, ну, по крайней мере, многие из этого вы не слышали. Да? Вы будете просто удивлены. Да? Сейчас я тут проведу кое-какие моменты. И, в принципе, все. Как обычно, у нас был целый месяц перерыв наших стримов на русском языке. Вчера был на чеченском языке. Я планировал вообще-то завтра провести, но раз вчера вам я пообещал, что сегодня проведу, я вспомнил, что сегодня всего лишь четверг, а не пятница, а у нас в пятницу только на русском языке бывает. Ну да ладно. Поэтому я сегодня провел стрим. Завтрашний сегодня провожу. Ну, может быть, еще и завтра. Посмотрим. Посмотреться будем. Смотрите, давайте от Генерального штаба Сбройных сил Украины. Вам, конечно же, обязательно сперва я сообщу радостную весть о том, что оккупанты на территории Украины понесли большие потери за прошедшие сутки. 1300 оккупантов уничтожено или ранено. 11 танков. Это за прошедшие сутки. 1300. Обратите внимание. Это говорит о том, что русские штурмуют. Так называемые мясные штурмы пошли. Была информация о том, что перекинули, по-моему, это было Харьковское направление. Могу ошибаться. Перекинули кадыровцев, и, я так полагаю, тоже их будут гнать, вот они могут оказаться вот в этих 1300 и так далее, могут оказаться вот эти посланные на эту войну. Так, 35 боевых бронированных машин уничтожено за сутки, 23 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 1 антиаэркрафт, 47 БПЛА, 69 автомобилей техники и цистерны, 8 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ. Слава Украине, слава ЗСУ. Так. Ваша объяхмы хатерна жюктим бац хабух. Бац матрикс, бац дер.
Сабон самогатный. Хайн уэлье, хайн совет, да. Слава ЗСУ, привет, слава. А сколько наших погибнет, не могут понять. А сколько наших погибает, не могу понять. Екатерина, вы имеете в виду защитника Украины, сколько погибает? Я не могу этого сказать. Это не ко мне вопрос. Привет из Литвы, Литва, привет, украинцев. Да, Екатерина, мы не знаем, сколько погибает украинцев. Была информация, что оккупантов погибает в 10 раз, иногда в 15 раз больше, чем украинцев. Но если сегодня 1300 уничтожено русских террористов, которые штурмуют, ну, можно исходить в 10-кратном размере. Это 130 человек, получается, со стороны Украины убитыми и ранеными, получается. Да, это, конечно, это война. Это война. Так, друзья. Ну и давайте перейдем к главной теме нашего сегодняшнего стрима. Наш стрим сегодняшний в YouTube на канале Reality вещает. Называется Аслан Арцуев, КГБ, ФСБ, двоеточие, угроза США и демократии. 9 мая 2024 года. Друзья, как мы знаем, Россия начала свою войну против Украины, называя вероломно, цинично, подло, называя украинцев братьями, как они нас называли, согражданами. Да, они же у нас в Чеченской Республике конституционный так называемый порядок наводить пришли. Дело в том, что никакой конституции, никакого порядка никогда на России не было. Но почему-то они пришли к нам наводить этот конституционный порядок. То же самое касалось в отношении украинцев. Украинцы хотели жить в своей стране, отдельно от фашистской России, а фашистская Россия посчитала, что ее история ей очень нужна для КГБшников, которые решили стать неодворянами. И буквально вчера я посмотрел очень один интересный фильм, видео, которое почти 3,5 часа, где фактически Америка признает свою угрозу для себя КГБ. Да? Наконец-то не прошло, как говорится, и полгода, или нисколько не прошло, 30 лет с 91-го, 2-го, 3-го года, с 94-го года. 30 лет, грубо говоря. Наконец-то поняли, что для них угроза. Это правда, это реальная, настоящая, экзистенциальная, то есть Америка может не выжить просто после этой войны. И дело в том, что КГБ, оно ведет не просто террористическую борьбу там, и так далее, и так далее. КГБ ведет, ФСБ, КГБ, они ведут борьбу на ментальном уровне. Они побеждают вас в разуме, в вашем сознании. Понимаете? Это очень интересный фильм, я потом оставлю ссылку на него, вам нужно его всем посмотреть. И там фактически рассказывает вот этот ведущий, он рассказывает, что фактически американцам внушается мысль о том, что Америка уже не та, что она загибается, что там у них бардак, там 3-е, 10-е, что они не такие крутые, великие и так далее, и так далее. Понимаете? И дело в том, самое интересное, а парень, который ведет эту передачу, он очень, скажем так, осведомлен, о чем он говорит.
И он сообщает нам, что внутри КГБ с 2020 года, с момента образования НКВД, ВЧК, там, ВЧК или ЧВК, сейчас уже ВЧК, что с тех пор есть отдел, который в 91 году не был расформирован, остался засекреченным в КГБ отдел, который борется даже не за восстановление империи, вот этой потерянной былой империи, а на разрушение того, что есть, разрушение цивилизованного мира, демократического мира. В первую очередь, это, конечно же, Соединенные Штаты являются теми, на кого они готовили свою агрессию. Понимаете, о чем речь? То есть, как когда-то после Первой мировой войны, перед началом Второй мировой войны, Адольф Гитлер был обижен на то, что проиграли Первую мировую войну, начали Вторую мировую войну. Вот точно так же КГБ посчитала, что они виноваты, они как бы не собираются прощать тем, что Советский Союз проиграл в гонке между США, Западом и СССР. И теперь у них вот задача каким-то образом разрушить весь мир. Понимаете? Уничтожить весь мир, порядок вот этот установленный в мире, уничтожить. И задача их уничтожить США. Развалить страну, вбить клин, они это умеют. И мы, чеченцы, как никто это знаем. И сейчас в Украине мы это наблюдаем, как это происходит. Украина может оказать победу, завоевать победу в военном плане. Но пока там такие, как Невзоровы получают гражданство, Пономаревы, 3, 10 и 5, то, мне кажется, все получится так, что вроде бы, если, конечно, это не исправить, я надеюсь, понимание есть, и исправление оно идет медленными шагами, не так, как мне хотелось бы, но оно идет, и это меня успокаивает. И вот эта передача, которую я увидел вчера, она меня на самом деле заставила задуматься. Я думал, в принципе, я понимаю все. В принципе, я думал, я понимаю все. Ну, а в итоге не совсем так. Не совсем так. Ну да посмотрим. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Это очень... Давайте это обсуждать. США работает над этим вопросом с 90-х годов. Да, это... я думаю, да. Я думаю, этот человек работал вместе с Илларионовым. Вы о ком? Эд, ты о ком? О том фильме, о котором я тебе скидывал. Ты об этом? Окей. Ну, Илларионов, в принципе, человек очень осведомленный. Если меня смущает Илларионов две вещи. То, что он все-таки работал после взрыва домов с Путиным, его советником, да, ну, взрывы домов мы говорим, да, взрывы домов, конечно, это ужасная трагедия и так далее, но дело в том, что русские взорвали сами себя, и потом нас пошли топить в крови, поэтому был геноцид еще, кроме этого. Так, напоминаю на всякий случай, взорвав сами себя, потом нас топили в крови. И Илларионов все это время там находился. Но при всем при этом я вижу, что Илларионов сейчас, по крайней мере, ведет себя, ну, предельно правильно, наверное, предельно корректно по сравнению вот этой ситуации. И пытается на самом деле найти выход из ситуации. И как бы для русских, для России он ищет этот выход.
И в этом я, конечно же, нисколько не против, наоборот, только за. Каждый должен заботиться о своем народе, о своей стране и так далее, и так далее. Но интересно, конечно, наблюдать. Посмотрим, посмотрим. Было бы интересно. И второе, то, что по Илларионову. Он дружит с Закаевым, да, подписывает с ним какие-то документы. Но это посмотрим. Так, друзья, давайте почитаем ваши комментарии. Ясно, очередное. Так, ключ у нас. Да, Асланбек, совершенно верно. Алейк салам, Ашуаль, Асланбек. Асан, по моим наблюдениям, Китай активно строит авианосцы. Теперь у Китая их несколько, а у России только один, и то старый. Россия их не строит. Знаете, США и Китай столкнутся рано или поздно. Ну, вероятно, да. Вероятно, да. Ну, знаете, один плюс у Китая, он никогда не вел империалистические войны. Он никогда не претендовал, по крайней мере, обозримом, историческом обозримом прошлом. Поэтому как-то так. Я не знаю, столкнуться нет, но я думаю, Китай как таковой угрозу не представляет. Ну, может, он накапливает сил, посмотрим. А вы взяли бы украинское гражданство, если бы была возможность? Дометив. Я вообще-то, как чечено-бандеровец, имею полное право на паспорт гражданина Украины, потому что все, кто защищает Украину, все они получают уже гражданство. А я с первых дней защищаю Украину. С первых дней. Даже когда разные Золкины и все остальные были за Россию, или там мутили что-то, Гордоны всякие остальные, я был за Украину. Поэтому, да, конечно же, я хотел бы иметь украинское гражданство. И с удовольствием, наверное, буду настаивать на том, когда настанет время, буду настаивать на том, чтобы мне Украина предоставила это гражданство на законных основаниях, конечно. Да, конечно. Аслан, нам нужны вольтеры. Ну да, вольтеры всем нужны. Особенно вальтеры. Ну, есть, ты понимаешь, о чем я говорю. Пистолет Вальтер. Так. Усам бен Ладен dead for this. Что? Так, вывод, что Россия не контролирует США как Китай. Вывод, что Россия не конкурирует с США как Китай. Да, конечно, Россия это, знаете, у Путина что получилось? У них вообще их доктрина, вот этой ГБшно-питерской подворотни, ну и не только питерской, не будем слишком упрощать эту всю ситуацию. Их доктрина заключалась, она была предельно проста, как у любой питерской подворотни, идти до тех пор, пока не дадут в нос до крови. Это они прямо, открыто они говорили. Это их там разные Прохановы, все остальные говорили, что нужно идти до тех пор, пока не получат нос. Они не ожидали, что они так получат нос. Они ожидали, что эта война будет затяжная, что в лучшем раскладе за 3 дня нужно было взять Киев. Там где-то там бегали бы бандеровцы по лесам, по полям. Их бы они выискивали бы, они бы боролись бы, там отстаивали бы, показывали. Было бы какое-нибудь коллаборационистское правительство украинское, или как типа Кадыровского, или как кто у них там. Луганский, Донецкий, там, вот из этих таких же был бы. И в принципе, у них план был, простой до безобразия. План был простой до безобразия. Но что-то пошло не так. Захватить не получилось. И в итоге сейчас все понимают, Путин понимает, Патрушев понимает, все понимают, что выиграть они не могут. Это нужно обманывать людей, говорить, что да, выиграем, конечно. Для того, чтобы эти люди шли на эту войну, чтобы Путин смог и
учреждение КГБ СССР могло просуществовать еще какое-то время на своем посту, находясь у власти. Вот и вся задача, которая у них там есть. Вот, и в конце концов Россия будет вынуждена будет стать нормальным цивилизованным государством, либо перестать существовать. Ну ладно. Аслан, для всех поздравляю с Днем Отца, говорит Асланбек. Спасибо, Асланбек, взаимно. Путин имперский фашист. Да, Александр, так и есть. Аслан, для национальной безопасности США нужна военная база США в Грузии и Ичкерии, и я спокойно пойду на пенсию в Джахаре. Эд, я полностью согласен, да, это нужно, и это будет очень хорошо, но хотелось бы видеть шаги. Хорошо, что ты закрыл этот флаг своим флагом, говорит Рамзан Устарханов. Так я его не закрыл, Рамзан. Знаете, вот этот флаг, американский флаг, я очень жалею, что я его повесил, только, может быть, год тому назад, а не 5 лет назад. И вообще с самого рождения, что я его себе не повесил и не носил его, я сожалею об этом. Их так раздражает причем раздражает русскую агентуру и турецкую агентуру раздражает, потому что Турция считает, что чеченцы должны контролироваться ею. Турция, ты не должна нас контролировать, ты не будешь нас контролировать. И та агентура, с которой работает на тебя, не которая с тобой взаимодействует, а которая работает на тебя, она должна выстроиться в очередь и думать об интересах чеченского народа, а не интересах Турции. Это во-первых. И очень сильно кипятятся товарищи, которые говорят, что нужно флаг убрать, флаг мешает и так далее, и так далее. Это говорит о том, что это страшный кошмарный сон для России и для Турции, что чеченцы будут не ограничены тех, знаете, как в песне у Высоцкого было, красные флажки для волков. И вот эти красные флажки для волков не должны быть. Тем более, наш президент, первый президент Джохар Дудаев был абсолютно проамериканским, прозападным человеком. И это привело к успеху чеченского государства, к победе чечен в Первой войне, экономическому благоденствию, победе в Первой русско-чеченской войне. А потом, когда турецкие спецслужбы, русские спецслужбы вместе начались что-то там мутить, подмучивать, в итоге получилось тому, что мы пришли. Мы строить начали халифаты, это причем Россия нам подкидывала эту идею, ну и турецкие спецслужбы вместе им помогали в этом, что мы строим какой-то халифаты, исламское государство, там 3-е, 10-е и так далее. Да, мы мусульмане, и будем ими до конца судного дня, до конца этой земли. Но у нас есть государство, оно демократическое, правовое, суверенное государство. Поэтому вот пускай Турция строит у себя халифат, вся ее агентура строит халифат у себя там, да, пусть Россия строит себе там какую-то свою халифскую там русскую империю, а нас давайте оставим, да. Так что вот такие вот дела. Друзья, давайте почитаем ваши комментарии. Так, потерял я. Машволь, Тамерлан, Машволь. Возвращаясь так к флагу. И я хочу сказать, что мы должны, чеченцы, я вас ко всем вам обращаюсь. Я не американец, я не работаю, вы это знаете, многие уже чеченцы знают, ну, кроме российской и турецкой агентуры знают.
Мы должны, вы знаете, что я ничей не агент, ничей не работник, я за чеченцев. И лучшее, что с нами может случиться, лучшие друзья, которые у нас могут быть, это Запад, это Америка, это Европа, которая единственная приняла нас, Европа, треть нашего населения, помогала, заботилась о нас и так далее, и так далее. Хотя, конечно же, все не безоблачно. Но развитие, а, успех нашего народа заключается вместе с Америкой, вместе с Западом. Никакая Турция, арабскими, со всеми с ними нужно дружить. Я ничего не имею против турецкого народа. С большим уважением отношусь к турецкому народу. За помощь, которую Турция нам пока оказывала. В этом вообще даже разговоров нет, друзья. Но Турция стоит в очереди, чтобы ее приняли в Евросоюз и подружиться с там, больше там, получить технологий, оружие у Америки, например. Арабские страны точно так же устраиваются в очередь. Так нам, чеченцам, нужно ли, чтобы за нас решали там турки или арабы или русские? Ну, как русские решали, мы знаем. Да? Как русские решали за нас или там помогали, мы это знаем. Ну, недалеко ушла Турция или там арабский этот мир. Поэтому нам нужно становиться самодостаточными, самоуверенными и без посредников идти на Запад, договариваться с Америкой, договариваться с Европой, с Англией, с Германией, с Францией, а не ждать, что нам какая-то там Турция или какая-нибудь Россия или какая-нибудь там Саудовская Аравия нам что сделать. Ничего они не сделают. Каждый преследует свои интересы. Это нормально, это их интересы. Понимаете? Как-то так. Вот как мы должны двигаться. Вот в каком направлении мы будем двигаться. Это единственная формула успеха, чеченцы. Это единственная формула успеха. А все остальное, это не значит, что мы там арабов не должны ненавидеть, не уважать их, или там турков, или кого-то там других. Нет. У нас враг только КГБ СССР, ФСБ. Понимаете? И то, вот я вчера смотрел фильм, и там реально правда, что не все даже КГБ, ФСБ, может быть, а только вот те, кто сотворил над нами этот геноцид, этот страшные эти преступления. Поэтому, ну вот, приблизительно в этом направлении мы должны двигаться, и мы будем в этом направлении двигаться. К чему я вас всех призываю, понимаете? Не надо Турцию смешивать с арабскими странами. Турки немало помогли нашим беженцам. Криптоман, я считаю, что и арабы помогли, и турецкие люди нам помогли, и арабские люди нам помогли. Весь мир нам помогал. Понимаешь? Весь мир нам помогал. Поэтому сказать, что нам арабы не помогали, тоже неправильно. Арабы собирали деньги, арабы делали дуа, их меньше всех на земле просто, и они не могли выделить солдат, и поэтому они делали дуа. Точно так же, там, например, Турция, турецкий народ делал дуа, помогал, деньги собирал. Это все было, да? Как-то так, да, все это было. А так... И каждый народ достоин уважения. Я ни один народ не хочу принизить. Я хочу, чтобы мой народ просто не стал инструментом, будучи инструментом в руках фашистской России, сейчас вырваться и стать инструментом там, османов, арабов или кого-то. Мне абсолютно не интересно. Абсолютно. Мне надо, чтобы мой чеченский народ был самодостаточным и независимым, и развивался в правильном направлении. Пойдемте дальше, друзья.
Что за фильм? Я под этим видео я помещу ссылку на этот фильм, друзья. Кстати, про тот фильм, про который я говорил. А вы такой добрый. Да, я очень добрый. Очень-очень. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ашвой бамот. Хуавой. Так. Что-то тут я Армену, по-моему, на хвост наступил, да? Не кипятись, ара же есть, да? Ты как будто ты как будто подхолопный. Обижаешься даже. Нельзя обижаться. Так. Салам алейкум, брат. Алейкум салам, Хасан. Алейкум салам. Вітаю, друже, вітаю, пан. Ичкерия заставила Рашу капитулировать. Да, именно так. Именно так. У тебя борода скоро теж будет така была, як и у меня, говорит пан. Ясно. Ансар, расскажи подробнее, чем плохо Палестина. Ансар? Кто такой Ансар? Кремлежопе, неделю, хана вам, бандита. Так, друзья, как обычно, наш стрим, когда начинается, всех интересует, что происходит в Палестине. Это тролли, абсолютно их не касается никакие там люди, никакие там, ну ничего, абсолютно. Это подхолопные пророссийские агенты. Если бы они не были бы таковыми, либо это люди, пребывающие под пропагандой. Если бы они не были бы таковыми, они бы, конечно же, подумали бы о уйгурах, которых на самом деле по религиозному признаку преследуют. Ну, в России про уйгуров говорить нельзя, потому что Китай это старший брат русских, поэтому под холопным приходится своих хозяев, даже холопов, все равно уважать. Вынуждены они такие. Такая вот у них плохая вот доля, бедолажья доля у них такая. Поэтому, конечно же, они не думают о мусульманах и так далее, просто вот заходят сюда для того, чтобы отвлекать наш стрим, но мы больше не будем на это отвлекаться, потому что вчера мы все сказали на чеченском языке, мы все о них сказали все, о чем думаем. Мое почтение людям доброй воли. Дмитрий, витаю тебя, дорогой. Так, существует только два мнения. Это правильное Аслана и неправильное. Как говорится, подхолопное и пропагандистское. Правильно? Серж Гель. Серж Гел. Нет, не совсем правильно. Конечно же, мое мнение, оно тоже не последняя не истина и последней инстанции. Конечно же, это не так. Но определенно ты прав. Шучу. Конечно же, нет. Есть мое мнение и есть другое мнение. А то, что подхолопное и фашистское мнение, ну да, оно тоже есть. Да. Ва алейкум ассалам. Да, я с Ашхабада, не русский. Сразу поправился. Мне без разницы. Я думал, ты Серж Гел, ты написал, я думал, ты, конечно же, русский, и мне без разницы, русский ты или нет. Есть вопрос, имперец ты или нет. А если ты имперец, то тогда да, тогда пренебрежение полное. А русскому я отношусь так же, как к любому человеку. Как я отношусь к украинцу, так же я отношусь к русскому.
Главное, чтобы он не был имперцем, как и украинец, чтобы не был русским имперцем. Понимаете, такие тоже есть. Хохлами их еще называют. Или же они подхолопные, не знаю, как я там правильно, имперцы они или нет, но, наверное. Как поживает Хамас в Палестине, его руководство миллиардера, который обворовывает свой народ? Что делают палестинские беженцы в Израиле? Почему канал недоступен, заблокирован в РФ? Да, футбол скаут. Да, наш канал запрещен на территории фашистской России. Не только этот, у нас есть еще парочка резервных, ну несколько есть резервных. Еще один резервный, тоже Роскомпозором по решению ФСБ заблокирован. Я сам объявлен иноагентом, и поэтому, когда я веду стримы, только тогда я могу прорываться на российскую площадку. Когда нет стримов, мой канал вообще найти практически невозможно. Подписаться тоже невозможно. Ну, короче говоря, всячески пытаются нам мешать. Всячески пытаются мешать. Но это их не спасает. Наши видео, стримы после того, как мы начали уже вести стримы открыто как это называется, в вертикальном положении, и после того, как из серого бана вытащили наши стримы, попадают в тренды 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч просмотров каждый стрим. Это на тот период, пока идет стрим, вот эти 1,5 часа, 2 часа, час, по-разному бывает. Когда мой канал виден на территории фашистской России, понимаете? Основное, подавляющее большинство моих зрителей, не буду называть вам точный процент, но подавляющее большинство, это жители, люди, проживающие в России. И Чеченская республика не на первом месте. Другие регионы, которые я тоже не буду называть, которые находятся в центральной части, скажем так, России, они смотрят больше всего. Как-то так. Ну да ладно, поехали дальше. Канал запрещен. Люди должны понять, есть факт и правда, и есть пропаганда и холопство. Выбор виден. Да, это совершенно верно. Как вы достали, говорит, со своей Палестины? Он не палестинец, он не жил в Палестине, он не имеет отношения, чеченцы не имеют отношения к Палестине. Вам, чеченцам, так сильно промыли мозги этой Палестины. Мистер Дэнди, на самом деле, да, конечно, нам очень сильно промывали мозги, и я тебе скажу, еще в начале, перед первой русско-чеченской войны, когда один из чеченских певцов пел «Иерусалим, мы возьмем Иерусалим». То есть русские оккупанты пришли на нашу землю, до этого провели 3 агрессии, была 4-я агрессия, убивали наших граждан, уничтожали нашу инфраструктуру, полная блокада, дискредитация, инсинуация просто про чеченский народ. А мы, значит, строчим, возьмем Иерусалим, возьмем 12 тысяч, возьмем маджахедов, возьмем Иерусалим. Ни Москву мы не возьмем, ни Рязань, ни Санкт-Петербург, а возьмем мы Иерусалим. Вот о чем строчили мы. Да, к большому сожалению, над нами велась работа. Умышленно она велась или неумышленно, кто-то это делал неумышленно. Кто-то это делал сознательно, зная, что он делает, что он творит. И да, над нами, это, знаете, один из признаков того, чтобы нас Запад, Америка не поддержала. Мы знаем, что Америка и Израиль являются давними союзниками, очень хорошими, надежными союзниками. И тот, кто не поддерживает Израиль, тот, кто противник или враг Израиля, ну, в Америке не может быть другом, по крайней мере. Ну, железобетонно не может быть, потому что в Америке очень влиятельны сторонники Израиля. И по какому-то странному совпадению именно русские и турки не хотят, чтобы мы дружили с Израилем. Почему-то им нужно, чтобы мы говорили что-то плохо про евреев.
А вот у меня вопрос, что евреи сделали чеченцам плохого? Вот что мы должны там о них плохо говорить? Ничего. Ничего они нам не сделали плохого. Где-то, может быть, пророк Мухаммад говорил, их нужно преследовать, раз мы мусульмане и так далее. Тоже я что-то не слышу. Наоборот, я слышал притчу, что еврей, иудей, который не верил, что Мухаммад, мир ему, является посланником Божьим, и говорил, что он самозванец. Его Мухаммад, мир ему, ходил их кормил, а он слепой был, этот его старенький. Дедушка был, и он был слепой. Он носил ему еду. Мухаммад, посланник Мухаммад носил ему еду. И после того, как умер Мухаммад, он не говорил, что он пророк, что он посланник, Мухаммад, он этого не говорил. Он приносил ему еду, тот жаловался ему на свои проблемы, и все, и они расходились. А потом умер посланник. И этот иудей спросил, и этот дедушка спросил, а где человек, который носил мне еду? А ему сказали, это тот, кто носил тебе еду, он был посланником Мухаммадом. И тогда вот этот еврей заплакал, и там, говорят, принял ислам, не знаю, принял, насколько там, ну, то, что он поверил, то, что это был реально святой, Богом избранный посланник Божий. Он Мухаммада уверовал. Это говорит о чем? Это говорит о том, что во время своей жизни, там, где мог дотянуться до него человек, мусульман или сам пророк, сам посланник Божий, не трогал его. Тогда какого вы, черта, рассказываете мне, что мы должны, чеченцы, воевать против евреев, 12 тысяч маджахедов? Это только потому, что это нужно Ирану, Турции и России. Так нам это не нужно. Я хочу вот что чеченцам объяснить. Нам это не нужно, чеченцы, нам это абсолютно интересно. Понимаете? И я вам это говорю не как еврей, а как чеченец говорю, который за чеченцев. Понимаете? Евреи очень сильно страдали. В мире, наверное, наберется единственный народ, как чеченцы, страдавшие на этой земле, это евреи. Последние вот 4 века. Нам известно про нашу историю. Понимаете? И вообще, знаете, у меня к евреям тоже есть претензии, на самом деле. Евреи там начинают рассказывать, там, израильтяне обсуждают, разговаривают, там, мусульмане, там, напали на них и так далее, и так далее. Да, они мусульмане. Ну, к большому сожалению, да, это так. Они мусульмане. Но дело в том, что они прикрываются исламом. И если так рассуждать, вот конфликт между арабами и евреями, это семитский конфликт, внутрисемитский конфликт между двоюродными братьями, фактически, между арабами и евреями. Причем евреи это религия, правильно? И иудаизм это религия. И это семиты, которые приняли иудаизм. Те остались язычниками, а эти приняли иудаизм. Через какое-то время те приняли ислам. Те приняли мусульманство. И вот эти мусульмане, вот эти так называемые турбо-мусульмане, и евреи это прекрасно понимают. Зачем вы, евреи, делаете еще себе врагов, наживаете, называя их мусульманами? Да, они мусульмане, да, это, ну, конечно, я это не отрицаю. Но давайте исходить из того, что это этнонационализм арабский и арабский империализм, который вам отказывает в праве иметь свое государство на вашей исконной тысячелетней земле, которую написано и в Библии, и в Торе, и в Коране. Написано, что там жили евреи, что там жили иудеи. И вот когда арабы нападают и совершают акт геноцида и убивают 1200 женщин, детей и безоружных мужчин, они говорят, что они идут освобождать Аляксу. Алякса находится в одной стороне, а убивают они евреев, безоружных женщин и детей в том числе, в другом месте. По какому-то странному, я не знаю, как спасает вообще убийство женщин, детей Аляксу, но факт, что это обман. Вот у меня вот такая вот претензия. Хватит из этого делать религиозную войну. Арабы, которые тоже уже далеко не все за Палестину выступают. Как мы знаем, в Палестине и, например,
когда сейчас был иранский обстрел. Иордания сбивала ракеты, Египет помогал, прикрывал, Саудовская Аравия помогает прикрывать. В принципе, уже многие поняли, что вся эта пропаганда и обман российский, советский, он уже не работает. Понимаете? Это все мне хочется донести до чеченцев. Вы, чеченцы, должны это понять. Понимаете? Вот в чем вопрос. Арабы всегда были друзьями Советского Союза. Не все, подавляющее большинство. Понимаете? Арабские, вот есть персы, арабы, русские, османы. Это все империи. Сейчас они не такие, как раньше были, но это империи. И вот у всех вот желание такое, создать свое какое-то там, возродить вот эту, как сейчас русские пытаются возродить свою империю, также и другие пытаются ее возродить. Понимаете? И мы должны все это понимать. Да, совершенно верно. Гегемония, контролировать, управлять. Вот и все. А мы должны это все понять и донести до людей, объяснить им, что не надо. Не надо. Евреи такие же люди, как и мы, имеют такое же право иметь свое. Вообще чеченцы как могут курдам и евреям отказывать в государстве? Вообще кому-либо чеченцы как могут отказывать? Мы 4 века пытаемся деоккупироваться, и нам теперь нужно отказывать курдам, видите ли, потому что турки так желают. Или же, например, евреям откажем, ну потому что так арабы считают. Извините, друзья, да, меня интересует справедливость. Понимаете? Справедливость. А справедливость говорит о том, что в 1947 году Организация Объединенных Наций позволила, рекомендовала создать 2 государства, арабское и еврейское. Так вот, евреи согласились на арабское государство. Заметьте, 23-е. В мире существует 22 арабские государства. 22 арабских. И евреи согласились на 23-е арабское государство. И только одно лишь еврейское, иудейское государство. Для евреев, понимаете, это государство. И мне кажется, вопиющая несправедливость, если чеченец в этом отказывает. Но есть чеченцы, которые за Россию, они сами себе отказывают в праве, своему народу отказывают. Они служат тому, кто убивает чеченцев. Тот, кто покоряет, захватывает, оккупирует, они им служат. Поэтому, если они против евреев, конечно же, я этому не удивлюсь. Если они выступают против своих же чеченцев. Если они чеченцам отказывают в этом праве. Как-то так, друзья. Я надеюсь, я доходчиво. Хотя это все, конечно, будет вырезаться, раскидываться там и так далее, и так далее. Но что поделаешь. Такая вот у нас борьба против КГБ. Да. Мы внутренняя проблема в России. Не забываем, господа. Да, самое интересное, что вот эти самые защитники арабов, мусульман и так далее, из Хамас там, и так далее, они считают, что мы внутреннее дело России. То есть моя тысячелетняя страна, я как мусульманин, вот этими турбо-мусульманами оставляются 1 на 1. Да, Израиль проголосовал 50 на 50. И можно сказать, весь мир, в принципе, мы никого не выгораживаем. Весь мир, и Турция, и Америка, и Европа, все сказали, что да, малой кровью там как-то решите. Ну и мы, конечно, боролись, нам помогали. И на Западе помогали, несмотря на то, что нас там и так далее называли внутренним делом. И сейчас, когда происходят вот эти события, происходили эти события, хотелось обратиться, ну вот нас убивают. Вот нет, кроме Бога,
И все, больше никого заступника за чеченцев. Никто слова не говорит за чеченцев. Это геноцид был. Самый настоящий, просто кровавый геноцид был. И вам говорят турбо-мусульмане из Хамас, исламские джихады, там партия Аллаха, у них там есть Хизбалла, и шиитская там есть. Ну, неважно там, да, арабы делятся, семиты делятся на христиан, там, мусульман, там, и так далее, и иудеев. И получается, что турбо-мусульмане, которые обозвались там, исламскими джихадами, партиями Аллаха там, или там, братьями-мусульманами, они или нас не считают мусульманами, или же они сами не являются мусульманами. Поэтому они говорят, это внутреннее дело России. Весь этот, спросите, вот Аят Эдигов позавчера рассказывал во время стрима, что он обращался, это наш председатель парламента, это второе лицо в государстве, обращался, ну, на тот момент он не был председателем, но он здесь за границей был, Арабской лиги арабских государств, говорит, помогите нам, нас уничтожают. И представитель Лиги арабских государств им говорит, так, деоккупируйтесь, укрепите свое государство, и потом мы вас, наверное, возьмем в члены своей организации, вот это Лига арабских государств. Да вы нужны нам, после того, как мы деоккупируемся, и у нас будет все. Пошли вы к чертовой матери всем, я хочу сказать. Чуть-чуть запоздало, но все-таки. Поэтому я считаю, ситуация, которая происходит, при всем при том, что Израиль обязан соблюдать международное право, правила ведения обычая войны, который, кстати говоря, единственная страна, которую пригласили, вернее, не пригласили, а вызвали в Международный уголовный суд в Гааге, которая предоставляет коридор, который не предоставляла никогда фашистская Россия, ни как сейчас в Украине, ни в Чеченской республике Ичкерия. И вот я хочу сказать, что все это внутреннее дело Израиля. Вот какой привет, у меня будет такой ответ. И то, если бы дело даже не в привете, если честно, дело в справедливости. Я считаю, что Израиль имеет право на свое существование, имеет право на защиту. И уже, если кому-то казалось, что раньше можно было в печах сжигать евреев, теперь кому в голову придет эта идея, тот сам будет сожжен к чертовой матери. Вот что нам сегодня демонстрируют евреи. И я завидую белой завистью, чтобы мой чеченский народ стал таким же сильным, я хочу. Да, как нам сказано, так мы и ответили. Как мы им сказано, так мы им ответили. Так, ну да ладно, давайте дальше, друзья. Комментарии. Сколько мы уже в эфире? Андро Хатарели, привет, Аслан, рад видеть вас снова, респект из Грузии, Амаджоба Генецуале, Грузия, респект. Ассаламу алейкум, Аслан, слава Украине, свободу Ичкерии, ва алейкум ассалам, Авидин, героям слава, героям слава. Так. Храни тебя Аллах, говорит, как евреи пишу. Спасибо, Алекс, спасибо. Я говорю правду, мне абсолютно не нужно благодарить. Это очень легко говорить правду, понимаете? Я говорю как есть. Элхемдула Шокер. Не знаю, что это значит. Палестина была за Чечню, говорит Эльвира Шамсиева. Да ну.
Да, что-то я не увидел. А по то, что сейчас там флаги висят, портреты висят, там Путина, всех остальных, ничего? Было. Да, были арабы, были палестинцы, которые нас поддерживали. Я ничего не говорю. И я не считаю всех арабов, там, всех палестинцев плохими и так далее. Я считаю, что Израиль имеет право на свое государство. Я считаю, что евреев убивать нельзя. Просто так, никого нельзя убивать. В том числе и евреев нельзя убивать, понимаете? Это на 7 октября, день рождения Путина, это была сделана провокация. Это была самая настоящая провокация. Так, Асан Абы это по-татарски. И что это значит? Ясно, что по-татарски. Что это значило? Я смотрю, тролли активизировались очень сильно. Не волнуйтесь, троллики, все нормально. Не волновайтесь. 550 миллионов арабов, там зачем мы должны лезть вперед всех? Да, конечно, мы не должны лезть. Зачем нам туда лезть? Где были арабы, которые лезли к нам? Да? А вот те, кто сейчас там топит за арабов, там, что вот евреев можно убивать, там, а отвечать евреи не должны, там, и так далее, и так далее. Я вам всех предлагаю, всем, кто так говорит, переезжайте к арабам туда, в арабскую свою страну, и не живите, в Европе не живите. Например, наша Германия, она полностью произраильская, наша Германия. Все из Германии, давайте в арабскую страну, в Пакистан, куда вы там хотите, в Турцию можете уехать, Турция тоже. Турция вообще больная просто на голову стала в последнее время с этими событиями. Просто сходят с ума. Кавказ-центр, русскоязычное турецкое издание Кавказ-центр вообще с ума сошел. Там такой просто ложь такая выливается, такая ненависть просто к евреям выливается. Ну, позорище просто. А сидят эти, кто пишет вот эти, кстати говоря, это те самые люди, Кавказ-центр, которые нашу молодежь отправлял воевать в Сирию. Сейчас они здесь, в Европе, в Австрии, в других местах сидят, строчат свои дальше вот эти писульки пишут антиеврейские там, и так далее, и так далее. Поэтому эти вещи мы должны разъяснять этим разным любителям арабского и русского мира, да. Так. Ми кажемо на Україну, коли спілкуємось українською мовою. Не на, а в тогда уже, наверное, да? Троллишь, вот так, неудобные комментарии не читает. Нет, конечно, Серж, я буду все твои оскорбления, твои маты, конечно, я все буду читать.
Ясмина, ты чеченец? Да, конечно, я чеченец. А ты еще не поняла, Ясмин? Чеченцу поможет только чеченец. Нам это надо знать. Да, свободный гражданин? Ну, может быть, и не чеченец нам поможет, конечно же, да, но только после того, как его дело уже закончится, тогда он нам поможет. Халид, цаиста оскорбление шешмо, WhatsApp ты свет связи валишь. Хо ай хочу яздешь ты свет язда сагуё. Со WhatsApp номер, он под каждым видео у меня есть номер. Вот упорно. Я уверен, ты тролль. И ты не первый из 5 за 5 лет моей деятельности, который шнурок соскочит и не посмеет мне написать. Но если хоть что-то в тебе мужское есть, пишешь, напиши мне на WhatsApp. Напиши, давай, ты мне в лицо скажешь, что ты так смело под ником здесь мне тут пишешь. Давай. Ну или ты обычный балабол, которых тут полно просто. Хорошо, я жду тогда. Хорошо, Халид, я хочу спросить с тебя, да, за то, что ты мне тут пишешь. Как раз здесь у меня тут один парень, вот с такими шнурками, как ты, очень хочет пообщаться. Он меня просит каждый раз, умоляет просто, дай мне одного кого-нибудь, чтобы он просто оторвался. Адрес, мой номер WhatsApp, напиши мне на WhatsApp, адрес хуардон шадега, адрес далам сагуацеро, с телефон номер свой WhatsApp, хаязин, схоетон. С адрес он хоетон. Так, как ты? Привет, чертовка, привет. Хорошо, спасибо. Давай, я заеду. Айдей дол, амел дила сюк телефон чол. Мегер дуй, я ошах печена. Ордуй, амел сагу. Аслан, не поддавайся на провокации. Да я не поддаюсь это. Это просто так напрашивается. У меня просто есть один товарищ, он меня просто упрашивает. Дай мне одного из них, он мне говорит. Он каждый стрим смотрит и кипятится. Он говорит, дай мне одного из них. Вот я думаю, вот этот самый подойдет сейчас. Я обещал написать. Хотя они все обещают, но почему-то потом спрыгивают. Да? Когда Украина победит, Рашка развалится, и все народы освободят, Ичкерия станет свободной, и мы все. Вовонятка, знаешь, дело в том, что победа Украины это еще не стопроцентный развал фашистской России. Поэтому это еще придется поработать, придется потрудиться. Так.
Так, Аслан, чем в первую и вторую чеченскую занимался? Что значит Дмитрий Тисенко, первая и вторая чеченская? Ты хочешь сказать античеченская или русско-чеченская война? Ну, все тебе сейчас расскажи, Дэн. Всё, боролся за права своего народа и за выживание самого лично себя, Дэн. Коротко, если тебе сказать, да? А сам попадаетесь мне иногда. Задам вопрос. 9 мая праздник. Что за день для вас и почему? Роман, во всем мире 8 мая отмечается как праздник, День Победы. 9 мая в 1945 году мой народ, обвиненный вашей ублюдочной страной и вашим ублюдочным КГБ СССР в помощи нацистам, до единого весь был подвергнут уничтожению под видом депортации. Поэтому я посылаю всех, 8 мая отмечаю, присоединяюсь к этому большому празднику. Всех, кто мне предлагает праздновать 9 мая, там, победу. Кстати говоря, русские были бы не русскими, если бы вот это свое коварное убийство чеченского народа, чеченского и ингушских народов не совершили бы на День вооруженных сил, когда чеченцы воевали 23 февраля, а вы нас уничтожали. Вот вся ваша сущность, все ваше отношение. Чеченцы некоторые не помнят этого. Чеченцы некоторые не помнят этих моментов. В силу разных обстоятельств. А вот я занимаюсь тем, что напоминаю. Аслан, меня видно? Да, справедливый человек, тебя видно. Видно, сейчас я дойду, я сейчас увидел тебя. 8 мая это траур, да, это трагедия, много людей погибло. Конечно, да, это большая трагедия, это гибель больших людей. Но знаете, почему Россия... Я вчера на чеченском языке это рассказывал, и сегодня на русском быстренько, вкратце скажу. Знаете, почему Россия отмечает 9 мая, а не когда весь мир отмечает 8 мая, а Россия отмечает 9 мая? Дело в том, что в 1939 году вместе с Гитлером Советский Союз, вместе с нацистами, советские нацисты, фашисты, решили разделить Европу. И затем они 2 года успешно делили ее. Но в конце концов Гитлер так увлекся оккупацией Европы, что он все войска отодвинул на запад. И тогда Сталину, другу Гитлера, которые вместе начинали Вторую мировую войну, именно поэтому эта Вторая мировая война в Советском Союзе и на Рашке называется так называемой Великой Отечественной войной. Дело в том, что не может же он сказать, что они вместе начинали эту войну против мира, а потом, разругались, разошлись. И дело в том, что когда немцы ушли вперед на Запад, завоевывая там другие государства, другие страны, Сталину пришла гениальная мысль в голову. Пока все эти войска ушли туда, что он бросит сейчас свои войска вперед и захватит часть Европы, которую захватила Германия, уже покорила Германия. И с этой целью с Дальнего Востока, с востока России, Советского Союза начали перебрасываться войска. Дивизии, армии начали перебрасываться. Об этом пишет очень хорошо Виктор Суворов, есть такой писатель, проживающий сейчас ныне в Лондоне. И тогда Гитлер, понимая, что Сталин хочет на него совершить нападение, опередил его и 22 июня совершил контрнападение. Короче, дружки разругались. Именно этот был план и в этой войне. В этой антиукраинской войне, это мировая война, которая идет, план был такой: от Лиссабона до Владивостока создать единое пространство союза империй, где главными империями будет Россия, Германия, Франция. Вот эти 2 страны, Германия и Франция, помогали Путину в сегодняшнем положении довести до этого состояния. Слава богу, ничего не получилось.
И, ну, в принципе, у Путина и КГБ нет, ФСБ нету плана а, созидать. Их план только разрушать. Они не умеют созидать, они умеют разрушать. Они умеют запугивать, убивать, грабить, мародерничать. Вот все, что они умеют. Вот великое русское достижение. Так, давайте. Как Путин говорит цап-царап, так и Сталин хотел цап-царап сделать. Да, Чертов, совершенно верно. Ну, что-то пошло не так. Так, давайте дальше идем. Я в Германии нахожусь. Джалиль, так. Я нахожусь в Германии. Потомок террористов придумывает чужую историю, говорит. Как я придумал? Я же вашу рассказал только что. Ну вообще. Вообще. Так, друзья, ну ладно. Давайте дальше. Так. Исторические факты, отсылки на документы, говорит. Исторические факты, это Эмили Роуз, это вопрос или утверждение? Я же только что привел Виктора Суворова, который говорит об этом. И это, ну, это в принципе всем известный факт, что 1 сентября 1939 года советы русские, да, когда выгодно советы, когда выгодно россияне, а когда выгодно, то русские. Да. Точно так же, поэтому я тоже буду придерживаться этого плана и скажу, что КГБ, СССР и русские вместе с Гитлером и нацистами развязали Вторую мировую войну. Сейчас же вместе с Германией и Францией Россия снова попыталась развязать мировую войну. Она ее развязала, мировая. Сейчас идет мировая война. Причем эта мировая война началась не столько даже в Украине, сколько она началась в Ичкерии. Чеченской республике Ичкерии. В 1999 году и даже ранее. Просто с 1999 года именно те, кто взрывал свои дома в 1999 году, чтобы обвинить в этом чеченцев и уничтожить, утопить чеченцев в собственной крови, чтобы русские люди, так называемые, могли грабить унитазы у чеченцев и грабить это такие завоевательские, мародерские войны. Вы знаете, всегда русские нам рассказывают, что чеченцы промышляли набегами, там, жили какими-то там разбойническими там, укладом жизни и так далее. Это абсолютная ложь. Это наглейшая ложь. Слово «зиндан», я услышал от русских, которая приписывала нам, что у нас всегда были зинданы. Я не знаю, что такое зиндан. Я до сих пор не знаю значения этого слова. Я знаю, что это яма, в которую русские своих солдат и пленных сажали туда. Пленных, гражданских и всех остальных. Это чисто русское изобретение, а не чеченское. Так вот, русские всегда нас представляли какими-то завоевателями, разбойниками, грабежами. Все русские войны ведутся ради грабежа, ради захвата чужого. Чеченцы никогда не вели захватнические войны. И те грабежи, про которые нам рассказывает русская пропаганда, она заключается в том, что оккупировав чеченскую землю, заселив туда казаками и там проститутками Санкт-Петербурга, с того Петербурга, обустраивались на нашей земле. И чеченцы проводили диверсионные рейды, заходили на свою землю и угоняли скот, уничтожали противника,
захватывали в плен, пленили противника. И нам это представляли, нам это представлялось, как будто мы какие-то разбойники. Вся русская война, вся история России повернута на том, чтобы заниматься вот этим разбойничеством, кражей унитаза. Обратите внимание, все войны, где бывают русские, все, где они воюют, везде они грабят, ну самое последнее даже забирают. Понимаете? Генералы там мебель, там что-то там подороже, а салаги там, я не знаю, фен, унитаз использованный, там еще что-то. Ну вот, ну это все очевидно, друзья, не обижайтесь, это правда. Да-да, слава Русне, ты прав, да. Ну давайте почитаем ваши комментарии. Так. Ассаламу алейкум. Раусан Алиев. Ассаламу алейкум. Зиндан это у нас говорят. У кого? У азербайджанцев так говорят? У тюрков? Алейкум ассалам, Раузан. Раусан. Или Раушан. Так. Ну, у нас этого нет. Но нам рассказывают. У нас большая проблема была. У нас вообще большая проблема была. Имам Шамиль, который не был чеченцем, как известно, он сказал чеченцам, мы его избрали имамом, потому что, ну, там, в силу разных обстоятельств, так как не хотели, ну, думали, что временно придет, вот возьмем аварца, он поправит, и как только мы с русскими вопрос закроем, аварца прогоним к себе и будем жить у себя. Но война затянулась, и аварец потом сдался в плен. Но дело не в этом. Дело в том, что за все время вот, пребывания нашей вот этой системы так. Как обиделись я тут отвлекся, извиняюсь, просто обиделись, кипятятся, да, кипятятся. Так, ну я не успеваю читать комментарии, друзья, я просто сбиваю с мысли за мысль. Так, 1661 человек нас смотрит в YouTube. В TikTok нас также смотрят. Аслан, спасибо за поддержку Израиля. Можно выложить отрезок стрима у себя в ленте? Да, конечно, Бар, конечно, можно. Много пишут, а ты и там, и тут не успеваешь. Да, я чертовка, не успеваю. Не успеваю. Так, все, давайте сосредоточимся. Аслан, могу я вас могу поинтересоваться? Конечно, для этого я сижу и как раз предоставляю вам такую возможность, друзья. Просто сейчас нас много тут. Я могу немножко... Так, я не успеваю. Я не успеваю. Ну, я не понимаю, это вы одно и то же мне тут. Что-то у меня клинит здесь. Подождите, я не могу разобраться. 926. Это мне они спамят просто. Повторяет одно и то же.
Так. Ответьте, пожалуйста. Очень интересно, какой идеологии вы придерживаетесь? В смысле, какой идеологии? Я не могу понять, что вы имеете в виду. Так. Я запись экрана делаю, что Кадыру Рамзану Ахмадовичу передашь. Иван Медведев. Иван, я передам Рамзану, но я на русском скажу, чтобы ты тоже понял, чтобы не получилось, раз ты делаешь запись. Рамзан, ты все правильно делаешь. Делай их, обманывай, их дури, пей с ними водку, пей с ними там, все нормально, забирай бабки. И сейчас Путина, сейчас украинцы, там, Запад свергнет, и полностью Россию мы тебе отдадим, Рамзан. Ты будешь вот над этим мудаком, хозяином будешь, вот который сейчас тебе видео пришлет. Это будет твой первый холоп, которому я передам. Я передам его тебе под твое полное управление. Понимаешь, Рамзан? Так что все нормально, ты на задании, Рамзан, будешь хозяином, холоп, ты так любишь этих холопов, поэтому ты будешь хозяином над холопами, хорошо? Все, так, между нами. Быстро передай, понял? Холопчик, передай ему. Все нормально. Договорились, все. Между нами, чисто между нами. Больше никому эту запись не показывай, понял? Так, война, Машуэло. Так. Как ты относишься к Басаеву? Я как могу относиться к великому сыну чеченского народа, защитнику чеченского народа? Так и отношусь, как он этого и заслуживает. Легендарный Шамиль Дион. Так. Подскажите, пожалуйста, кто из мирных стран Евросоюза пытался вытащить заложников из школы в Беслане? Об этом весь мир знал, что там происходило. Тоборунет, вы так вступительно спросили меня вам рассказать, что можно ли задать вопрос там и так далее, поэтому я вам, хотя я много раз отвечал на этот вопрос, я вам отвечу на этот вопрос. Я не знаю, кто из мирных, как вы пишете, в кавычках, стран Евросоюза пытался спасти, вытащить заложника из школы Беслан. Но я хотел бы вам, как русскому россиянину, задать встречный вопрос. Что вы, россияне, или если осетин, то осетины, русские, дагестанцы, все другие народы, проживающие в фашистской России, что вы делали, когда 225 школ было до Бесланской школы? То есть 42 тысячи детей чеченских ваша ублюдочная страна, фашистская Русня, убила у нас. То есть 225 школ, как в Беслане погибло 186 детей, 225 школ было в Чечне. Что вы сделали? Скажите мне, я понимаю, что вам как бы нет дела до чеченских детей и так далее. Но тогда, наверное, вам не нужно задавать такие вопросы про остальное. Про остальных других детей. Скажите мне, пожалуйста, что вы сделали на протяжении вот этого всего времени, чтобы не обвинять, не убивать чеченцев в этом? Более того, я вам скажу, что 226-я школа в Беслане, в котором было убито 186 детей, да, возьмем в каждой школе по 186 убитых детей. И в итоге 226-я школа, это получается Беслан. 42 тысячи чеченских детей и 186 тысяч осетинских детей. Но дело в том, что и 42 тысячи чеченских детей, и 186 осетинских детей убили русские. Не просто русские, а ФСБшники, которые сидят в Кремле.
И я вам сейчас, ну я не знаю, как вам покажу, потому что у меня на телефоне, ну вы можете в YouTube мой канал зайти, кстати говоря. Я недавно буквально выложил эту фотографию, где матери детей, пострадавших в Беслане, стоят в майках, женщины, в этой школе 3 сентября они вышли, они выходят на эти акции. И в один из дней они вышли на акцию. Путин, надпись у них здесь, Путин палач Беслана. Европейский суд по правам человека признал убийцами детей и заложников в школе русские власти. Симонян прикрывала, Песков это дело все прикрывал, Путин, Патрушев, все они это расстреливали и так далее, и так далее. Поэтому вместо того, чтобы что-то попробовать сказать в адрес чеченцев, русские, осетины, кто вы там, которые пытаются нас в этом обвинить, вы наберитесь немножко мужества, которого у вас, наверное, уже не осталось, обратиться к своей власти, которая уничтожала, отдавала приказ. Наберитесь мужества, осетины и русские, которые нас пытаются в этом обвинить, не видя то, что вы совершили над нами геноцид. И те, кто пришли в эту школу, там были и осетины среди террористов, и ингуши, и чеченцы, и русские. Так вот, скажите мне, пожалуйста, если вы так печетесь, переживаете, почему вы не говорите о тех, кто убивал непосредственно ваших детей, а не тех, кто взял этих детей? Я это ни в коем случае не поддерживаю и не могу это поддерживать. Потому что это был акт отчаяния чеченского сопротивления, чеченских, кавказских бойцов сопротивления. Я считаю, это был акт отчаяния. Они таким образом показали ужасное мурло фашистской Русни и КГБ вместе с Путиным. Они показали это мурло. Они не убили ни одного ребенка. Ни одну женщину они там не убили. А вот вы, русские террористы, вот вы их убили. Дали приказы, из танков расстреливали, с огнеметов шмели вы сперва взорвали стену, спортзал, где битком к стене этой примкнувшись сидели женщины и дети, заложники. Взорвали, чтобы ваш спецназ мог зайти. А знаете, почему через спортзал вы решили зайти? Знаете почему? Дело в том, что, во-первых, он меньше всего охранялся, этот спортзал, потому что все занимали позиции и воевали. И все рассчитывали, и осетины рассчитывали, и террористы, которые находились в школе, рассчитывали, что вы по детям и женщинам стрелять не будете. И детей их оставили отдельно в спортзале. И боевые действия уже шли, ну, там, боестолкновения там, или перестрелки шли в других местах. Так вот, ваши спецслужбы, ваша ФСБ, ваша супер крутая Альфа-Вымпел, или там, кто там она у вас, там, буква ЗЮ, взорвали спортзал, разворотив просто кусками, просто усеяв трупами вот этих женщин, детей, которые там, для того, чтобы ваша супер элитная Альфа-Вытязь, Мытязь и все остальные, чтобы они между женщин и детей могли зайти, понимаете, чтобы по ним, вот эти террористы, по ним не стреляли, понимаете? Вот они туда, они взорвали этот спортзал, потом начали обстреливать из огнеметов шмель, загорелась крыша, она была обита вот этим пластиком, который оббивает там крышу, вот, ну, вот, закрывает потолок. Это все начало капать, и все это на людей падать, на детей, на людей. Они начали гореть, понимаете? И в это время подогнали танки и начали с танков расстреливать все, что движется и шевелится. Вот какая это была спасательная операция. И единственное требование, которое было у террористов, которых вы нам пытаетесь представить самыми там отъявленными убийцами и людоедами, не убивайте наших женщин, детей. Единственное требование – остановите убийство наших женщин, детей. Мать вашу, понимаете? Такие же вы
Но я вынужден сказать вам эту правду, потому что кроме меня вам ее никто не скажет. Наматывайте на ус, друзья. Так, спасибо за подарки, Александр Батькович, спасибо большое за подарок. Так, Рамзан царь России. Да, Рамзанов царя России. Все поддерживаю, поддерживаю. Рамзан царь России. Это самый достойный президент будет. Ничего, был Сталин грузин. Ну, было тяжело, но русские стали сильнее. Правильно? Будет чеченец. Будет еще тяжелее. И еще сильнее русские станут. Так что русские, вам сам Бог велел, чтобы у вас Сталин был президентом. И я при всем вот моем критическом отношении к вам, я целиком и полностью поддерживаю на пост президента фашистской Русни вашего дебилоида Рамзана Кадырова. Да. Ну все, вперед днем. Так. Так, ну что-то я смотрю, как вентилятор закрутился мой чат. Эта тема вам даже больше понравилась, я смотрю, больше, чем даже про Израиль и Палестину. Давайте почаще будем возвращаться к этой теме, да? Александр, спасибо за подарки. Спасибо, спасибо. Век воли не видать, как говорится. Так. Я смотрю, вас это очень сильно радует. Ну все, хорошо, будем говорить. Если что, друзья, Шамсад, Машволь, алейксалам. Друзья, если у вас есть вопросы по русско-чеченским взаимоотношениям, пожалуйста, эксперт Арцуев Аслан ответит на все ваши вопросы. Объективно, непредвзято, честно, в любое время звоните, пишите. Да. Тем приветственность будут, наверное, там преемственность будет, наверное, сын Кадырова. Ну, может быть, но пока я хочу, чтобы Рамзан чуть-чуть побыл президентом. Они заслужили, понимаешь? Русские столько натерпелись. Так было им тяжело. И теперь самый лучший президент для них будет, конечно же, Рамзан Ахматович. Я думаю, да, мы поддержим, и будет нормально. Так, расскажи о Кузьминове. А кто такой Кузьминов? Так, реалити скажет правду. Да, Шамсат, это правда. Только в реалити им расскажешь правду, понимаете? Это реальность. Аслан, батьку белорусского пожалел, у него приступ случится. Почему чертовка? Вроде мы про белорусов пока еще не говорили, хотя я за белорусов. Ну, против батьки, конечно же, да. Так, я смотрю, какие жалобы, какие обиды. Друзья, ну, жалобу на него на терроризм, говорит, Так, я антитеррорист, вы, хайваны. Я, правда, не знаю, кто мне тут пишет, хайваны, майваны, поэтому. Вы, хайваны, Дион. Всех достойных с праздником Великой Победы. Вчера было, Великая Победа вчера была, сегодня это уже не Великая, да. Так, все достойны. Так, ну если Кадыров будет, так, ясно. Мощный стрим Югар, Аллах, эту бойлой, амин, война, амин, да, нула, амин. Сейчас, айна момента море. Сколько мы уже? Мы уже почти 2 часа, друзья. Ну, как только вы скажете, надо закругляться, все, я иду у вас на поводу и закругляюсь. Вы мне только скажите, да. Я тоже жалобу. Правильно, ты халяль просрочен. Ну, еще не просроченный вообще-то, да. Не Кадыров, а Павлик Морозов. Да-да, кстати говоря, точно.
Мы отомстим тебе за твои слова. Запомни, Аслан, говорит, Джалиль. Джалиль, за что ты мне будешь мстить? За что? Ах, ты ж подхолопный кавказец. Ясно, ну понятно. Тебе же нужно лизнуть пятки. Ну давай, лежи. Дым. Так. Крокус, чих, дело рук, бог. Мистер Блэк. Ну, Путина, конечно, Патрушева, а кого еще там? Аслан, тут баранов много. Баранов нет, там в основном здесь тролли. Так, да. Так. Так. Так, ты смейся, я искренне тебе говорю, до тех пор, такие, как ты считаешь Досаева героем, я клянусь своим отцом, выстрелил бы тебе в башку, говорит. Джалиль, я Басаева, ты ошибся, не Досаева, а Басаева считаю героем. Басаева, Шамиля Басаева, который является лучшим диверсантом в 21 веке, да, в 20 и 21 веке. Джалиль, ТВ, как тебя там, да? Ну, я понимаю весь твой гнев там, поэтому вот мой WhatsApp, под каждым моим видео, под каждым стримом есть мой номер WhatsApp. Пожалуйста, свои данные и свой номер мне. Шнеля даем, да? И потом посмотрим, кто кому в голову выстрелит, да? Хорошо? Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Ахи, все правду говоришь, да будет доволен тобой Всевышний Аллах. Ва алейкум ассалам. Амин, дайре исхоль. Взаимно. Аслам, можно позвонить после эфира? Да, конечно, Шамиль, конечно, можно. Точнее, Шамиль, я наберу тебе после эфира. Я виноват, что я тебе не перезвонил. На самом деле, просто не успел. Я тебе сразу после эфира, ну, не сразу, наберу тебе после эфира. Так. Этот достал антифашист жалобу в YouTube оправдание терроризма. Понимаете? У меня, я между нами, опять же, как вы видео Рамзану отправлял здесь, чувак, который был, также скажу, между нами. Жалоба на терроризм, мой канал запрещен на территории вашей фашистской Руси, но в YouTube он имеет корону. И вот эти все ваши жалобы у меня отлетают от него, понимаешь? Поэтому пишите, не пишите, вы только создаете ажиотаж вокруг моего канала, понимаете? Это классно. Асан, как объединить наш народ? И есть какие-нибудь мысли? Конечно, есть. У нас народ нужен объединяться на идеологии свободы и независимости. У нас есть государство, у нас есть президиум правительства в лице Аллы Дудаевой, Ахьяда Идигова, президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И нам нужно объединяться только на законных основаниях, на Конституции и на нашей власти, которая является прямым следствием становления в 90-х годах, в начале 90-х годов нашего государства. И все, никаких вопросов. Вы вот эту ложь, которую нам навязывают, там что там, ну обратите внимание, все борются, там не все, некоторые, борются с Кадыровым. Есть канал антикадыров.
Нету канала антирусист, анти-ФСБшник, анти-ГРУшник. Есть канал анти-Кадыров, понимаете? Вот что мы должны понять, друзья. Кадыров это россиянин, это их пешка, он никто. И нам, вот, знаете, как тряпка, красную тряпку в коррида видели, трясут. Главный вот этот тореадор, который держит эту тряпку. Ну, бык почему-то бежит на эту тряпку. Вот нам вот так представляют. Поэтому мы должны все понять. Враг наш находится на Лубянке и в Кремле. Все остальное, вся эта гидра, это всего лишь хвост вот этой змеи. Голова этой змеи находится на Лубянке и в Кремле. Мы должны это, и украинцы это должны четко понять. Как только мы это понимаем, тогда нам уже легче будет уже решать вопрос. Мы должны сперва точно определить. Чеченская пословица гласит: не тот смел и мужественен тот, кто храбр, не тот унах, ну если дословно перейти, унах это рыцарь по-чеченски. Не тот рыцарь, кто смел, а тот рыцарь, кто знает, кто его враг. Понимаете? И вот у ФСБ, у КГБ СССР есть такая чисто шайтановская, это бесовщина чисто самая настоящая, когда бес, дьявольщина убедила мир о том, что его не существует. И вот КГБ СССР, КГБ, ФСБ, это и является главным врагом. И они вот этих Кадыровых, Мудыровых, человек с 3 классами образования, он не может возглавить силу просто своих интеллектуальных, не каких-то там организационных, физических, моральных, материальных, там иных ресурсов. В силу просто своего интеллекта этот человек не может управлять ни народом, ни государством. Это просто дальше, чтобы дальше вы не анализировали эту ситуацию, что там Рамзан Кадыров чем-то там управляет и так далее, и так далее. Кадыров, Рамзан, это человек с 3 классами образования. Еле-еле после 20 лет, когда у него 20 репетиторов, он еле-еле научился говорить по-русски, на русском языке. Я не говорю, что русский язык там чем-то лучше или хуже, просто я имею в виду, что это другой язык, с которым он не может просто изъясняться. Хотя школа, везде все там преподается на русском языке. Поэтому мы должны вот эти вещи понять, что они являются для нас, ну, короче говоря, давайте так. Рамзана Кадырова в президенты России, и все. И я тогда оставляю эту Россию в покое. Все, договорились. Все, давайте. Так, давайте дальше. Джалиль. Да, конечно, Джалил, обязательно, пожалуйста, если ты мужчина, а не тряпка, которой ты являешься, скинь мне свои данные, паспорт свой, скинь, как ты тут обещаешь. Я могу кинуть тебе свой паспорт, там, пожалуйста, скинь свой паспорт. WhatsApp есть под каждым моим видео. Также есть мой Facebook, Instagram, там, ну, все остальное есть. Понимаешь? Давай, давай. Жду. Я скоро вернусь в Ичкерию. И тогда у меня будут много вопросов. Ты, правда, там будешь где-то вдалеке, там в очереди стоять, потому что много у меня еще есть к кому зайти. Но я дойду и до тебя, не волновайся. Так, Аслан, так ты дашь номер свой? Ну вы что, по-русски не понимаете, что ли? Под каждым стримом есть мой WhatsApp номер. Разрешаю позвонить. Разрешаю позвонить тебе. Да. Согласен, Джалил, что ты согласен, что ты тряпка. Молодец. Люблю критичных, правильно. Надо признавать, тряпка есть тряпка. Хорошо. Так, друзья, сколько мы в эфире? Мы уже 105 минут в эфире. Больше 1000 человек нас смотрят. Так, мы еще не вышли в тренды YouTube. Большому пока, к сожалению. Но
Я думаю, завтра мы обязательно выйдем в тренды. И я вот этот фильм, про который я вам говорил, что КГБ является угрозой для существования Америки для евреев, мы завтра давайте и об этом как раз я оставлю вам ссылку под этим видео, я оставлю вам ссылку на это видео, вы все его посмотрите, и после этого у нас будет предмет для обсуждения. Хорошо я придумал? Все, друзья, я на этом свой стрим заканчиваю, потому что еще много дел. И, как говорится, все будет Ичкерия. Слава Украине! Господи, благослови Америку! Ади кёль маш оль. Я боюсь,